Президент Федерации конного спорта Аслан Иснатович Камля вкладывается в это дело очень серьезно, и есть определенные результаты, а уровень скачек и проведения народных традиционных игр на самом деле очевидно улучшился. Как конный футбол, метание дротиков, джигитовка и рубка, они древние конно-спортивные игры у абхазов проводятся испокон веков. Уже в программах проведения скачек появляются такие заезды, как лошади, рожденные, доморощенные в Абхазии. А есть лошади, которые родились на Краснодарском крае, и коневладельцы приобретают лошадей даже из Америки, рожденные в Америке, рожденные в Англии, чистокровные породы. Самый яркий приз в прошлом году мы получили на лошади Лонгвау частного владельца Надара Цишба, выиграл приз Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на Краснодарском ипподроме. А также всероссийский приз дерби среди лошадей арабской породы выиграл рыжий жеребец Валенсио, владелец крестьянского фермерского хозяйства Алан. Метание дротиков – это древнейший вид спорта. Если вот всадник догнал своего противника и бросил в него дротик, то зарабатывает 2 очка. Если попал в лошадь, то 1 очко. Если он покинет игровое поле, то получает минус 2 очка. И если он поймал дротик, то он зарабатывает чисто 2 очка для своей команды. Хотя в этом положении он является, грубо говоря, жертвой. Конный футбол, конечно, многие связывают, его сравнивают с поло, с американским. Вот управление лошадью имеет большое значение. И, конечно, умение поднимать мяч. Чаган – это имеет грушевидную форму, длиной около метра. Можно короче, можно длиннее, там тоже есть определенные правила. И вот мяч в эту форму падает наполовину. Джигитовка тоже является древнейшим видом спорта в Абхазии. Возраст не ограничен. Даже 100-летний может проявить себя в джигитовке. Первый принцип – это судьи обращают внимание на наряд всадника и как вообще лошадь оформлена. Апсук, так называется абхазское седло. Он сначала представляется таким образом, что проходит по этой линии, проезжает сильно, давая лошади размахнуться очень сильно. И за короткое время он тянет уздечку, одной рукой только можно это делать, тянет как он может сильнее, чтобы лошадь проехала задними ногами, вот задними. Она, чем больше вот, скользит красиво, тем он зарабатывает очки. Вот это как бы самый главный акцент делают все на этом. Это Золотин Сканшб был чемпионом Советского Союза по рубке, а также мастер спорта Советского Союза. Он в этом виде спорта очень себя хорошо проявил и выиграл этот чемпионат Советского Союза из села Лахна. И в памяти этого заслуженного мастера спорта проводятся соревнования по рубке. Самое первое и главное, он должен со скоростью проехать, но в это же время срубить все палочки. Ничего. Кольцо — это последнее препятствие. Тоже снимает кольцо и бросает в воздух. Недавно мы были на Краснодарском ипподроме, и президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камля встретился с директором Краснодарского ипподрома. Они говорили вообще об показательных играх на Краснодарском ипподроме, наших национальных игр. Молодые начинающие жокеи, наши абхазские, скачут за конные заводы Краснодарского края, как «Восход», как 711, есть такой конный завод, как «Прогресс». Вот и у нас есть уже мастера жокей. В развитии, скажем, детского конного спорта делает определенный значительный вклад вице-президент Федерации конного спорта по Сухумскому району Атгур Пачаля
В прошлом году он открыл детскую конноспортивную школу «Леон» в Ачадаре. Ребята, молодые люди, не знаю, юноши, дети юного возраста, они могут прийти, получить уроки. Есть и другие лошади, более резвые, для более взрослых людей, которые каждый желающий может прийти и потанцевать. Создан сайт Федерации конного спорта Республики Абхазия. Это www.hippodrom-abkhazia.ru, а также ведется в Фейсбуке страница Федерации конного спорта Абхазии.